Чай, сладости, новогодняя елка и праздничная располагающая атмосфера. Для важных гостей даже музыкальные номера. Сегодня здесь собрались спортсмены, общественники, многодетные семьи, фермеры, артисты. Те, без кого, наверное, и нельзя представить наш край. Все они сделали в уходящем году что-то по-настоящему особенное. Очень благодарю вас за то, что вы откликнулись на приглашение. Кто-то издалека, кто-то тоже издалека, кто-то из Сыктывкара, но тем не менее в своих плотных графиках новогодних вы нашли время для того, чтобы встретиться и еще раз вспомнить все добрые дела этого года. А вспомнить действительно есть что. Первые же герои – коми-легкоатлеты. Причем это ребята с проблемами слуха, зато без каких-либо проблем с социальными навыками или спортивными достижениями. Все они недавно получили разряды мастеров, а тренер даже представлял Сыктывкар в шоу «Русский ниндзя» на Первом канале. Смотри! Итак, Иван Болясников с первой попытки покоряет наш отборочный тур. Я же говорил! А вот Светлана Меркушенко, директор Емвинской второй школы, которой в этом году присвоено имя героя-подводника Алексея Ларионова, ее выпускника. Сам председатель Госсовета на торжественном мероприятии тоже была. Это было крайне эмоциональное событие. Мы, матери, потерявшие своих любимых сыновей 12 августа 2000 года, погибших на подводной лодке «Курск», выражаем всем вам огромную материнскую благодарность за поддержку в самые тяжелые для нас дни. Только понимание и ваша поддержка придают нам силы и дают возможность жить дальше. Этого добивались долго, и, наконец, этой осенью для сохранения памяти все стало официально. Не менее масштабная личность – председатель коми-отделения Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова. Благодаря ее работе и активному участию парламента удалось найти средства на покупку оборудования для обучения особенных детей в одной из столичных школ. Тогда в интервью нашему каналу Маргарита Михайловна уже наметила векторы работы на будущее. Должен быть в каждом муниципалитете реестр потребностей детей с инвалидностью. Я в руках держу такой реестр, он есть пока только в Ухте. Вот здесь каждый ребенок расписан. Он просто расписан досконально. И рост, и что ему нужно конкретно. И не просто там, вот, например, там вертикализатор, а четко, что нужна мышка для ребенка с детским церебральным параличом для работы на компьютере. Да? Нужна особая клавиатура, нужны там какие-то особые браслеты, которые дают ему возможность там по-другому себя ощущать, чувствовать. И каждый из приглашенных, пусть не скромничают, герой года. Здесь и лучшая сельская многодетная семья страны, семья Савиных. Здесь юбилей в жизни отметила народная поэтесса республики Надежда Мирошниченко, а юбилей на сцене народная артистка коми Ольга Сосновская. Каждый сегодня золотой фонд, те, на кого можно равняться. Душа и совесть нации, так сказать. Евгений Стокос, Олег Жуковский, телеканал Юрган.